Вот уже с середины сентября в городе Тхуарчал ведутся масштабные работы по укладке нового дорожного полотна. Стоит отметить, что здесь ранее не было ни асфальта, ни бетона. Дорога была в ужасном состоянии. В непогоду дорогу смывало. Здесь все превращалось в месиво из грязи. Проехать невозможно, пройти тем более. Укладка нового дорожного полотна стала важным шагом в решении проблем доступа к домам для жителей поселка Ацхыда, улицы Нарчхеу. Нужно также отметить, что на ремонтируемом участке дороги проживает около 30 дворов. Работы инициированы депутатом Народного собрания Германом Кочарава и проводятся они с целью улучшения условий жизни местных жителей. Не раз, не два жители этого поселка обращались. Тут люди не могли доезжать до своих домов на машине, значит. И вот, как видите, сегодня ситуация у нас уже улучшилась. Здесь бетон, жители довольны, машины ездят уже, могут доезжать до своих домов, значит. И мы очень сильно благодарны правительству, президенту Республики Абхазия, в парламенте в том числе, значит, то, что незамедлительно реагирует на все наши просьбы, которые мы каждый раз, как депутаты парламента, приходим с просьбами для наших округов, для наших жителей Тхуарчальского района. Протяженность укладываемого бетонного полотна составляет 1400 метров. Сметная стоимость проекта – 10 миллионов рублей, из которых выделено 3 миллиона аванса. На данный момент выполнено около 40% работ. Несмотря на дождливую погоду, специалисты уверены в успешном завершении проекта в ближайшее время. Укладка бетонного полотна была выбрана не случайно, а из-за особенностей местности. Оползневая зона и мягкая почва делают использование асфальта нецелесообразным. Поэтому было принято решение использовать бетон, который значительно прочнее, отметил прораб Аляс Аршба. Сами понимаете, бетон намного крепче, чем асфальт. Вот производим работу. Это вообще одно село, но делится на две дороги. Здесь, так как сейчас мы недавно подсыпали, здесь чуть-чуть подъемчики такие большие. Мы сейчас большую часть здесь сделали. Сейчас пройдетесь, увидите. Там другая где работы производится. Но в основном здесь больше половины. Вот отсюда вот сделано 400 метров полотна вот здесь лежит. И 80 метров полотна там нанизу лежит сделано. С техникой проблем нету. Погода у нас чуть-чуть проблема. Часто здесь дожди идут. Жители Ацхыда периодически пытались решить проблему самостоятельно, подсыпая ямы щебнем, но после дождей дорога вновь размывалась. Наблюдая за работами, местные жители надеются на улучшение жизни в районе. Дороги ужасные были, я правду скажу, ужасные. Даже скорые не поднимались, в таком состоянии были. Но сейчас благодаря нашего депутата, правительства, президента, премьер-министра помогли, сделали дорогу, что доканчивают, делают. Это мы всей деревней благодарим их. Стоит отметить, что жители не раз обращались с просьбой отремонтировать дорогу. Однако в местном бюджете не было средств. Но благодаря поддержке главы государства и депутату Герману Кочарава работы начались. По инициативе, благодаря нашему депутату Кочарава Герману, сегодня он попросил президента. Президент ему не отказал, выделили средства. Дорогой занимаемся, делаем сегодня. Делаем 1400 метров должны сделать. Финансово 10 миллионов отпущено, 3 авансом уже дано, люди работают. В Тхуарчалском районе уже реализованы и другие проекты, среди которых строительство моста, ремонт школ. Делаем, значит, в селе Агубедия школу. Кстати, в этом году 100-летие этой школы. Из республиканского бюджета, значит, выделены деньги. И также хочу поблагодарить, значит, Джумбера Леонтьевича, и именно Джумбера Леонтьевича Ткибучава, который до сих пор нам оказывает помощь в нашем округе и плюс к этому в школе. Значит, после этого мы сделали спортзал, значит, в 4-й школе, она находится в городе. На следующий год у нас есть планы, значит, именно по нижней площадке города нашего Тхуарчал, бетонирование дворов. Подобные работы проводятся на всей территории Абхазии и являются частью долгосрочной стратегии по улучшению инфраструктуры городов и сел, что является важным шагом на пути к возрождению и развитию районов. Лаура Капш, Фатима Герги, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.